Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Podczas tej świętej mszy modlę się za Andrzeja z nagody dnia narodzenia, prosić Bożego błogosławienia, zdrowia duszy i ciała. Podczas dzisiejszej tak samo i mszy dwóch kandydatów, які пройшли свою підготовку, приймуть сьогодні службу міністрanta алтара. Дякую їм за те, що вони згодилися як своє життя, час, прагнення посвятити ще більшому прославлению Бога у службе алтаря и быть судака. Служить не ксяндзо, служить самому Пану Богу. И это нехай будет такой захватой для других, чтобы хотели шикаристи. Так само стать министрантом, что повинно выходить с вольного сердца, с доброго сердца человека. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовались до встречи Христа, яки приходит, а в судный день долученные до Его выбранных могли досягнуть володарства небесного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться в опошні дні,
что гора дома Пана будет поставлена на вершине гору и узвысится понад нагорками, и потякут за ее усе племены. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и узыдем на гору Пана, у дом Бога Якубова, и научить он нас своим шляхам, и мы пойдем ягонными стежками. Бо Сиону выйди закон, и слово Пана з Єрусалима, и буде он судить племены, и осудить многие народы, и перекують мечи свои на плуги, и диды свои на серпы, и уздыме народ на народ меча, не уздыме народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. В доме Якуба придите и пойдем у святле Пана». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. З радостю пойте у дом Пана Бога. З радостю пойте у дом Пана Бога. Возрадуйся, не сказали, пойдем у дом Пана. Встреть наши ноги у храмах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туда заходит поколение Пана, проповеди свечения Израиля, прославлять имя Пана. Там стоят судовые троны, троны Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Иерусалима, небо святой Моисея, любите мир. Нехай будет миром ура Твоих, на правду палаца Твоих. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Неделя придет моих ближних дней, скажу я милостью. Неделя Пана Бога буду ждать доброты. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, вы ведаете час, что пришла уже пора, как вы обудилися сосуд, бо тепер збавлення ближе за нас, чем тоді, коли ми поверили. Ночь минула, и наблизился день. Дык откинем учинки темные и опранемся зброю святла. Як у день будем поводить себя пристойно, не в гулянках и пьянстве, не в распутстве разбешенности, не в сварках и зайздрости. Але опранитеся Паном Иисусом Христом, и не докажайте телу и породливости. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность,
Пан з вами. Читание Святого Евангелия Павла Матфея. У той час Єсус сказав своїм учням, як було в дні Ноя, так буде і в час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, жанилися, виходили замуж, аж до того дня, коли Ной войшов у ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі, один буде узятий, а другий покинутий. Дві будуть молоть на жорах, один буде узятий, а другая покинутая. Тому чувайте, бо не ведаєте, у який день Пан ваш прийде. Бо ведаєте, що коли б господар дому ведав, у якую варту прийде злодей, дык не спав би і не дав би подкопать дом свой. Тому і ви, будьте готові, бо Сын Чоловічий прийде у тую годину, коли ви не думаєте. Это слово Пана. Розпочинаємо час незвичайний, і сьогодні костьол Божий на початок нового літургічного года говорить нам об справах, які вельми понурі, не мають перспективи життя, бо говорить об чим? Об кінці світа. І ще старший чоловік скаже, нехай вже приходить такий кінець світа. Але молоді, діти, ми ще стільки маємо зробити, що невідомо. Лепі, як він ще трошки там потривав, и до конца света, как мы еще успели что-нибудь заробить, может, кого-нибудь научиться. А может, и тот, кто не хотел бы в школе уже учиться. А, нехай уже приходит конец света. Не ведаю, кто як что думает. Али, тут, напевно, написано, что человек, который готовый принять Божие володарство, не готовый принять конец света. Как я запытал у вас, что вы заробили, как доверились, что теперь за минуту будет конец света? Может, кто-нибудь руку поднял, в чем смысл для меня? Добре? Добра ідея? Ну, вельми добра ідея. Але ще хтось би сказав, я готовий, що я вже після сповіді, я вже поєднався з усіми, нехай приходить до кінця світа. Я готовий, бо там ліпша перспектива життя. І сьогодні ми чуємо, що Ной так само говорив, направте своє життя, люд відвернувся, ми маємо у Євангелії Ісус Христос повторяє Ноя, який побудував ковчег. Пам'ятаєте, діти про цей ковчег? Ной будував, все проходили, сміялися, тикали пальцами. Скажу вам так, как у тыя дні, коли Ной будував ковчег, була психбольниця, його бы забрали туда. Ну, не было просто шпиталя психиатрического. Как он был, забрали бы. Представьте себе, что хтось пошел бы здесь там, у середины Минска на площади, начал будовать ковчег великий. Что было бы? Приехала бы одразу психбольница и забрали бы. А ему еще больше. Коли будем докладно читать, у книги Бытия написано, что Ной побудовал ковчег, у гэтай ковчег зашел з усіми жывёлами, якія там Пан Бог ему сказал взять с собою. И что было? И 7 дён чекал, аж дождь упадет. 7 дён. Одразу точно начал падать. Сидел там 7 дён. Пробачте, если там коровки и какают, и писают, и зверки, и гуськи, и так далее, и там запах неприемный. Не было по-любому где попшикаться, не было противогазов, не было масковых, не было наложить себе на два, как это приемный запах. Нет. Ной пошел и чекал. Чому Ісус Христос повторяє про гэта Ноя? Бо так само і Марія, вона отримала Божие Слово, і воно у її узрастало. Мы так привыкли, что одразу бы нам все это дать, подать одразу, мы так хотим, как так все отбылося. А так не отбывается. Не одразу. Треба на все чекати. До всього треба добиться. Мы в нашем житті покликані, как істи наперед. И в этом нашем житті штось доброе знайти. Как нас
гэты свет не, не успел, каб мы не заснули. Поглядим, что отбывалось с Иисусом Христом при нараджении. Написано у книге Евангелий, что коли надышоў час народить, Юзеф с Марией пошли у свой город, у свою гостину, как записаться. И коли нараджаете? Коли пришли у город свой. Это перспектива Адвенту для нас. Мы хотим добре пережить Адвент, добре приготовиться на час Божьего нараджения. Нет, мы приготовляемся на час другого прийстя Иисуса Христа. Бог уже народился. Гэтыя урачыстасці свята, якія касцёльны мы маюць нам дапамагчы гэта зразумець. Это означает, что мы так само повинны с Юзефом и Марией прийти в свой город. То есть мы сказали, тут народився и тут живу. Нет, в свой город життя, у свое сердце. Он туда город зайти. Треба отбыть правдную пилигримку життєвую, как войти в свое сердце, как познать, какие я есть, и пробовать что-то изменить. Карина, не надаремно гэтыя падзеі у Святым Писании написано, Пан Бог поукладывал, так их поукладывал. И так само для нас говорит, что мы так само маем вернуться подчас Адвенту для своего покликания. Для чего мы все покликаны? И наново это пробовать открыть, зразуметь, как мы не стояли на месте, а как мы только и выключно развивались в нашем житті, как мы сапраўды, колись был такой фильм, я думаю, так само можно найти на ютубе або где-нибудь на интернете. Фильм уже старый, уже больше, амаль около 40 годов він має, французский. Был там один человек, який був запрошений на обед такий урочистий Божонародженьовий. Ну, часто там був Божонародження для такої жінки. Ну и коли он пришел, пока она там на кухне приготовила, он говорит, видите, елка висит. И припомнил, что в кишене моя зорочку такую, вот эту зорочку, эту елочку повесил. Ну и спошили по силах, и он пошел там руки отмыть, коли вернулся, приходит, и она забита. Все в крови! Думаю, телефона нема, треба на милицию. Пошел на милицию. Съехал лифтом вниз, нашел милицианта, возьмал с собой, взял его. Вот как командирство сбылось, что убийство сбылось. И он пришел, полетят, входит в комнату, никакого командирства нема, ни тела, ничего, ни крови. И он стильно залить, покой той сам, ковры те самые, стенки такого самого колеру, елка стоит. Ну, як то не надо ж было? Полицейский говорит, ты что, сдурел, что ли? Что мне тут с меня шутки робишь? Ну и говорит, я от водителя милицейского, а вернул эту елку, яка стоит. Гляжу, елка та сама, а мои зорки нема на ней. Какое завесило. Вот пока я отвез вниз полицейского, вернулся обратно, приезжаю, тело лежит. Все в крови. Гляжу на елку, елка висит. Моя зорка висит. Думаю, что такое? А оказывается, не буду рассказывать этого фильма, интересный, оказывается, что хотели его подставить в этом убийстве. И сделали у лифте такие переключатели. Он нажимал на 7-й этаж с полицейскими, а съехал, а приехал до 6-го. А там была идентичная комната, такая же самая комната. И он отвез их обратно на 7-й этаж, а чтобы в этой самой комнате труп лежит. Сам распоминал это мордерство, какое там было. Для чего это говорю? Это так само, как сами у нашем житті злий дух нам так хоче подкрутить все. Хоче змінити щось в нашем житті. Эта зорка развивается такой, заканчиваем год надеей, такой надеей, якая має нас уратовать. Бо это не эта зорка, яка була завісена на этой хвойці. І він би не зрозумів ніколи, що відбулося. Його закрили в тюрму і все. Але він вже до цього сам дійшов. Так само і в нашем житті. Може бути така сама справа. Неделя, пригожий день, добрый час провели с семьей. Мужик пришел, поклал детей спать, пришел, поцеловал жёлку, положился спать за ранцы. В глаза открывая, что я уже кастрюли уже на кухне, да, звонят. Дети кричат, думаешь, о, нет! И все, уже другой день. Уже на другом этаже проснулся. Заснул на одном, а проснулся на другом этаже своего життя. Ой, уже весь занервованный. Уже день, это понедельник, и начался уже сразу. Дрянно, еще неделя такая. Одразу человек у себя так настраивает негативно. И в такой способ здесь это все отбывается. И так бывает, браты и сестры, что в нашем житті. Нам бы хотелось что-то изменить. Сегодня мы почитали у послания до римлянам, что ночь амаль погасла,
Ночь амаль разведнела. Доклад вам прочитаю. Ночь минула, и наблизился день. Что означает, что ночь минула? Ночь минула, а день наблизился. И это уже не ночь, и это еще не день. Бо ночь минула, а день наблизился. Теперь, у пятницу ехал с ксенцом Александром, таки наш Михалицкий день, так званый, есть доброй смерти. Мы, ксенцы Михалиты, переживаем день такие доброй смерти. Каждый мает свою труду, в эту труду ложится, когда там сучок мешает, мы гоблюем, гоблюшки с собой маем. Ну, как быть готовим же до дома там. Помер человек, одразу тебя закопали, наложили деревянного киндаша еще. Шучу, конечно. Это не так получается. Это просто учить страшно. Мы там молимся один за одного, молимся за тех, кто перший з нас помре, молимся за братов, які вже померли. А так само робимо свій рахунок сумління до смерті. І так само стрикаємося в братерській стрій. Коли так вот ехали, у 8:15 мы уже были амаль там около Волковыска, и кто-то говорит, 8:15, такая темнота. Я говорю, еще 5 минут поглядишь, и разведнее все. И собрали 5 минут прошло, и уже видно такие тени, уже лес видно, уже видно, черви перебегают дорогу, чтобы тормозить, ну и так далее, и так далее. Это и есть ночь минула, и наблизился день. Может, в нашей святыне же так не покажешь, але у таких святынях, особенно на вёсках, где коли есть вигилия пасхальна, коли темнота и святая выходит с пасхалом у святыню, это один маленький огонек, маленький, але осветляет сотни метров квадратных этой святыни. Сотни метров квадратных святыни. Это не есть, это так званый Иисус Христос. Это надея, якую человек повинен у ад войти, особливый способ открыть. Как не на своих справах будовать житё, а на Павлову. Колесте ехал в трамвае, в Польше еще учился, такая молодая пара сидела, и хлопец с этой девушкой, ты мое солнце, она отворачивается, не стены, не подманываешь, иначе ты мое солнце, что же хочешь. Не иди в темности, вот так можно сказать, утемлю. Вот такие это способы. Ну так, часами ее. Смешно, а это как раз литургично. Бо темность, вона освітляється народні способи. Часами хочемо освятити якісь ті речі, які нам не потрібні. Ну и думаю, что маем зробити такі, припомнить, ким мы маем быть у першей черте. Бо это першее наше послание. Пан Бог створив кожного з нас і дав кожному з нас. Мы вельми часто, пам'ятаете, тиждень тому назад, 2 тижні назад я говорил, что как мы не поравновывали себе до другого человека. Чому? Бо Бог когось створив, давайте сказати такий примір, когось бути продавцом у крамі і продавати туфлі, ботинки, боти можуть умовляти. Це його покликає. А когось Бог створив побудувати в цю краму. І хтось, соответственно, будувати в цю краму, разом з ним продає ці ботинки. Боти умовляє. Бо це так простіше. Гумов, клёши якісь. Нет. И мы так говорим, а что, я вот так поступаю, он поступает. Но нет, я вот то, что продает эти болты гумовые, он в этом славится. А ты нет, ты отошел от своего помыслу. Ты подумай, для чего ты створений у своем житті. И чего ты шукаешь, чего ты хочешь добиться в своем житті. Это вельми важное питание, якое подчас Адвенту, я хочу, как кожен из нас пошукал отказ на это питание. Как припомнил, для чего мы створені, какая наша покликая. Как мы умели вернуться до того, что является таким руховиком в нашем житті. Припомним, когда учились в университете, что для нас было руховиком, как мы сдали, написали працу дипломную, магистерскую и так далее, и так далее. Когда мы учились на права, что было для нас таким руховиком, как мы эти права сдали. Вот было тяжко, когда мы учились. А что у нашем житті является теперь руховиком? Бо когда будет Бог, то мы будем ехать далее, мимо того, что все житё нас будет тормозить. Мимо того, что мы можем будем закрыты на ковчегу разом с зноем в этой проводце неприемлемом запахе. А это наше житё, якое имкнется до его. Когда там будет Бог, то мы оттуда выйдем и очистим свое житё. Аминь. Веру в один на Бога и Отца Всевобачного ім'я Вашого, і родина Пана Ісуса Христа, Сина Божого,
возможного перед всеми веками. Бога от Бога, святого от святого, Бога соправного от Бога соправного, нарожного, а не створенного, одиносудного Отцу, от якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и человекся от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворученца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один кровь для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Теперь отбудется обрат установления министрантов. Нехай подымуть ті, які будуть міністрантами. Павел. Глеб. Шановний Ксьонз Пробаш, от ім'я гэтых хлопців прошу допустити їх до літургічної служби і дати їм Божого благословення. Ці усвідомляють яны великую годность міністранта і його обов'язки. Яны гэтаму навучені. Питаюся у вас, хлопці, чи готові ви любити Бога і для його хвали прикладно виконувати свої обов'язки служби алтара? Чи обіцяєте, що своєю послугою будете причинятися до будування парафіальної супольності? Чи хочете неспинно розвивати у собі Боже життя і бути прикладом для інших у служенні Христа і Його Костьолу? Хочу з Божою допомогою. Кандидаты становятся на колени. Боже, Ты створил человека, как Тебе познал, любил и верно Тебе служил. По Твоей воле Самуил, великий пророк выбранного народа, подрихтовался до будущей миссии служить Тебе с детинства у святыни. А Твой единородный Сын, Пан наш Иисус Христос, який 12-годовый юнак перегромовал до Иерусалимской святыни, как разом со своей матерью Марией и опекуном святым Юзефом скласти знак своей сыновной любови. Погляди, ласкаво на этих выбранных Тобою юнаков, які жадають служить як міністранти у святыні Твоего Костела, одари их ласкою живой веры и любови, как их послуга Тебе подобалася и скеровала их до Тебе. Успомагай их, как были любливыми у служений при алтаре, как были добрыми сынами, сумленными в науце, как давали добрый приклад своим життем, як верные святки Христа, які с Тобою живе и владарит на веки вечные. Повстанем. Дорогие сябры, теперь будут освячены комжи, які праз хвилину ви опранете в ім'я Пана нашого Ісуса Христа, якому будете служити при алтарі, як міністранти. Білий колір – це одіння знак чистини і невинності душі. Припоминають нам об тим, що ми неспинно повинні працювати над собою, як бути з'єднані з Христом. Молимся. Пане Ісус Христе, Ти прийняв нашу чоловічу натуру. Просим Твою бесконцую милосердность, как Ты пожадал, благословить эти новые шаты, как Ты, якие их опранулись у Тебе, и усім своим життем были верными свидками Твоей присутности, які живешь и владаришь на веки вечные.
Прийми комжу, і нехай на тебе нагадує про чистоту душі, з якою ти повинен виконувати свою службу. Амінь. Прийми комжу, нехай на тебе нагадує про чистоту душі, з якою ти повинен виконувати свою службу. Просим батьков, как наложили комжу для своих детей. Дякую великий, можно вернуться на свое место, министранты, место при алтаре. Доброму и милосердному Богу представим наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за Святый Костёл, вдышающий свету Евангелия, да помогал людям встретиться с Христом. Тебя просим. Молимся за Святого Отца, как Христос, Христя, якого мы чекаем, наполняем Его своим спокоем. Тебя просим. Молимся за службу литургичную алтаря, особливый способ за новых министрантов, как выполнили свои обовязки добросумленно и на еще большую хвалу Божию. Тебя просим. Молимся за молодь нашей краины, как она добро подрихтовалась до выполнения своих будущих заданий у громадстве. Тебя просим. Молимся за Андрея, с нагоды дня народжения, просим Божьего благословения, здоровья, души и тела. Тебя просим. Молимся за нас, собранных тут, как период Адвенту. Восприял поглублению нашей веры и подрихтовал нас до встречи с Христом. Тебя просим. Всемогутный, вечный Боже, який прагнешь збавления у всех людей, выслухай нашей молитвы, учини, как наши дни были наполнены спокоем. Прав Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу яхвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме от дух твоих на прославление и хвалу имя своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Бога, прийми просимо такі дари, які ми дякуючи Твоїй щедрості отримали, і які синовна єднаності Тобі ахвяруємо. Учени, как эта яхвяра стала для нас задатком вечного избавления. Раз Христа, Пана нашего. Пан с вами. Погору серце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна гэта и справедлива, слушна и исповедна. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Божа, раз Христа Пана нашего, и Он, придержив свои присти с покорою, принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ, и нам открыл шлях до вечного избавления. И Он изнов придя взяние своей славы, как дать нам обетованные дары,
яких учуванні з надія й чекаєм, тому з аньолами, арханьолами, з усіми святими, ми обвящаем Твою хвалу, разом всеми ускликаючи. Святий, 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 Пан всемогутний, и творит земля, полные хвалы, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословен Той, кто приходит в имя Бога. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просіць Цябе усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары ратою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім учням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем светлую небесную, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое признание. Wstawiający śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про костел Твое рассеяние по всем свете, удосконаливай любовь разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай, jak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в ласці Твоєї одійшов з гэтага світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, святым Андреем, благословенным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, которые спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христови у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разом всем, як і вічная.
полюбил нас, что послал нам як Збавителя Своего единородного Сына, тому смиргаемся казав. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали от всякого беспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое богатство и власть, и хвала навеки. А Ты, Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Его с упокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варто, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
молимся. Боже наш мой, нехай темным будет нашу дело в этой таемнице. Брат, якую ты ведешь нас, земных пилигримов по дороге до неба, и будущим сердцем любить вечные доброты. Раз Христа Пана нашего. Третьего снежня у середу вспомин святого Франтишка Ксаверия, святара шостого, в субботу вспомин святого Николая Бискупа. Святые имши в нашей парафии Раратні, як штогод, у понедельник и у середу у 6:45 з раницы, у четверг у 19:00 для тих, хто не може в інші дні, і у суботу у 8 годин раницы. Заахвочваем асаблівым чынам дзяцей і моладзь да чыннага ўдзелу ў гэтых святых імшах. 21 снежня, четвертую неділю Адванту, у нашай парафіі адбудзецца традыцыйна парафіяльны вігілійны кірмаш з ахвочваем да чыннага ўдзелу. Звяртаемся з вялікай просьбай запісваць хворых, каб таксама яны маглі поўна і годна перажыць надыходзячыя святы. Праз увесь Адвент можна будзе прыступіць да сакраменту споведзі, як штодня паўгадзіны перад святой імшой. Калі ласка, не адкладвайце споведзі на апошні момант. Трываем у навенні перад урачыстасцю бездоганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, якая адбудзецца 8 снежня ў панядзелак. Навенна ў панядзельнік, аўторак і ў сераду перад святой імшой у 18:45, у іншыя дні пасля святой імшы. Адорацыя Пана Jesуса ў Найсвяцейшым сакраменце адбываецца кожны дзень з 14 до 19. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, першы чацвер месяца, пятніца і субота. Молімся ў адпаведныя дні. Таксама сёння пасля імшы адбудзецца асвячэнне аплаткаў на вігілійны стол. Усе ахвяры, складзеныя на іх, пойдуць, як заўжды, на будову. Дзякуем за ахвяраванні, складзеныя на будову, супольную і індывідуальную малітву, за спеў я праву літургічную, прыбіранне капліцы таксама тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за Міхаіла, Леона, бацькоў і хростых з нагоду хросту. За добрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама новых добрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, і за нас, даручаючы кожнага паасобку, апецы Маці Божай, тваёй абароне аддаёмся. Наша потреба, не побачай моленням нашим, як усякой злой приходу, выбавляй нас зовсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Уступу да імшы не гаварыў, але заканчэнне скажу. Адзін з прафесараў калісьці на універсітэт прынёс вядро, поўнае камней, паставіў на сваім стале і запытаў вучняў, чы поўнае вядро? Яны сказалі, поўнае вядро, ужо больш камней не ўлезе. Он взял, вынял гравий, насыпал гравия. Сказал, а теперь полная? А, и теперь так само полная. А вот тоже нет, так само не полная. Взял песку серетого-вытого, насыпал потрос еще, несколько килограмм туда усыпал. Вот, а вот теперь полная. До чего это я говорю? До часу. Який лишь часом Адвента. И не тому, как мы правильно умели его сфокусировать, а тому, как мы этим часом умели правильно дирижировать. Вот так вот. Эти камни, как мы взяли одразу ведро и насыпали туда сеянного песка, уже туда больше ничего не влезет. А камни эти являются этим, что это самое важное. Это Бог, это наш час, это то, что мы так само повинны высповедаться, то самое, что мы повинны изменить свое житие. Может, здесь откинуть свои амбиции, какие здесь, может, закрывают дорогу к соправдной любови. Это есть является камни, так само, семья,
Гравій – це останні речі, які, як це все інституціонувало, зв'язалося. І не потрібні, але ми їх, які лічаться на другому місці. І за тим пясок, це те, що на ніщо не варте. Це може наші телефони, яких ми час сидимо і псуємо. Це так само може і якісь речі непотрібні в нашому житті. Серіали, які ми може глядимо. Справи, які заполняють наш час так, что мы уже запомнили, так, что туда никакого камня не положишь. Жадаю, как и вам, и себе, как мы в нашем житті, в наше ядро життя поклали на початок то, что самое важное, камни, а затем только засыпали и гравием, и песком. Добре, что вы есть, что приходится. Я свой адвент доброго вкладав, зустрінемося тут аж через 2 недели, что и границу переехать. А так примите Божие благословение. Пане з вами. Нехай вас благословляє Бог усі народи, а й Отець і Син і Дух Святий. Дійте у суботові Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, супер спокуси і пастах свого Духа, покорно просим. Нехай я грозніший Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які я назву у душ свою по світі. Чекаєм Єсуса, Він приходить, акуратно. Чекаєм Єсуса, Він приходить, треба серце потихнути. Чекаєм Єсуса, чекаєм Єсуса, чекаєм Єсуса. Нехай будет похвален Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса. Нехай будет похвален святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Я вместе с ним. Не буду за вас. Некрасиво.
Паша, одну. Тут 2 штуки в пачке.
Можно опять вернуться, я уже батюшка Александр. А, да? Он же получается? Ну, все ему запоминается? Да. Ну, все лишь батюшка Александр. Я звонила батюшка Александр, я ему подняла трубку, вы думали, что звонит Митницкий. Позаписывала всех Александров под одно имя. Короче, Александр. Да, ну, батюшка Александр. А реколлекции у нас как? Очень мало. Да, давайте. Она Карина. Часов 5, это сегодня вечер. Да, давайте третья неделя через. Ну, когда я приеду. 5 часов. Да, я как готовая песни. Как мы определили, называется Селесовство. Что ли? Что ведь пятница, суббота, либо однораз. Катя, ну нет, это там был. Займись тем, как можно заниматься. Ну да, я подготовлю. Имша. Ну, не преподаватель. Запишите меня. Я запишу. Они еще слышат. Ну ладно. Точно возьми. Потому что меня продолжительно. Ну, воскресенье будет тоже. А почему такие гости? Раньше я с вами, да. Что ты не могу, не знаю, ну, какой людей, не могу. Отправляй, семья большая, собирай, отправляй. Там 2 наиболее